поклониться Господу. Бог наш от Бога, як світло з'явився, і пани у лоні носила його. Ён народився, а не утворився. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пане з вами. І з Духом Твоїм. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнім святим днем заканчиваем период, який так звано официально закончили несколько днів тому назад, але хочемо представити Пану Богу нас самих у свято ахвярування, свято представлення нашого життя. За хвилинку відбудеться благословення свічок і ласка. Можна запалювати свічки. Прошу так само, как их тримать ровно, не криво, никакого на подлогу, на лавки, на кого-то другого, кто побольше стоит, потом уже да, все дома. Эту святую мшу спробую за оружие, организовывая так само у всех тех интенций, каких они молятся, как добрый милосердный Бог выслушал их. Дорогие браты и сестры, 40 дней тому мы с радостью святковали народжение Христа Пана. Сегодня мы вспоминаем день, когда Панна Мария и святый Юзеф принесли дитятка Иисуса у святыню, как там с власти надежную офяру. Таким чином, Пан Ісус не тільки виконав предписання закону Старого Заповіту, але зустрівся за своїм народом, який його з вірою чекав. Симеон і Ганна прийшли у святиню, натхненные Духом Святым. Он их освятил, как у маленьким дитяти, и они смогли познать Христа и с радостью вызнать веру у Его. Так само и мы, собранные Духом Святым разом, пойдем до Божьего дому, как встретиться с Христом. Мы Его знойдем и познаем у ломания хлеба, а коли Он придя у хвале, будем вечно радоваться Его присутности. Молимся. Боже, Створитель и Крылица усялякого светла, Ты сегодня открыл праведному Симеону светло на осветление поганов. Покорно Тебя просим. Выслухай просьбы Твоего люду и благослови эти свечки, якие мы принесли дело Твоей славы. Веди нас шляхом добродейности и дозволь увойти у светло вечное. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Благословенный Пан, хвалю Его имя. Благословенный Пан, дал мне свято життя. Благословенный Пан, хвалю Его имя. Благословенный Пан, дал мне свято життя. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе,
Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Дея великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Рады народный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи и свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи и свету. Прими моление наше, який сядешь кровооружайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвищий, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Амен. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, Твой однородный Сын, який принял нашою человечою натуру, был в этот день охверованный у святыни. Покорно Тебе просим, учини, как мы могли с чистым сердцем стать перед Твоим обличием, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и благодарить в едности Духа Святого, Бог празднуй все веки вечные. Амен. Можно потушить свечки, тримать их ровно, пока они не застынут, как воском не облить каплицы. Дякую. Читание книги пророка Малахии. Так каже Пан Бог. Ось я пошлю анёла моего, и он подрихтує дорогу передо мною. І нечекано прийде у свою святиню Пан, якого ви шукаєте, і анёл заповіту, якого ви чекаєте. Ось і он іде, і хто витриває в день ягоного прийстя, і хто устоїть, коли он з'явиться. Бо он, як огонь плавильщика, і як лук, що очищає, і сяде, як плавильщик, і як той, хто очищає серебро, і очистить синов Левія, і переплавить їх, як золото і серебро, і вони будуть приносити Пану ахвяру справедливості. Тоді сподобається Пану ахвяра Юди і Єрусалима, як у дні давні і як у минулі годи. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан могутя, йон король слави. Пан могутя, йон король слави. Поднимите верхи ваши брамы, поднимитесь вечные вороты, кабы вошел король славы. Кто ж ты, король славы, Пан моцный и могутный, Пан могутный в боротьбе. Пан могутя, ён король славы. Поднимите верхи ваши брамы, поднимитесь вечные вороты, кабы вошел король славы. Кто он в этой король славы? Пан могутся, ён король славы. Пан могутся, ён король славы. Читание послания до Гавреила.
Паколькі дзеці маюць удзел у целе і крыві, таму ў іх падобным чынам прыняў удзел таксама Езус, каб праз смерць не зрынуць таго, хто мае ўладу над смерцю, гэта значыць д'ябла, каб збавіць тых, хто ўсё жыццё быў зняволены страхам перад смерцю. Бо сапраўды, ён дапамагае не анёлам, а патомству Авраама. Таму ён павінен быў ва ўсім прыпадобніцца дабратом, каб стаць міласэрным і верным першасвятаром у справах Божых для ўміласціўлення за грахі народа. Бо як ён цярпеў, праходзячы праз выпрабаванні, так можа дапамагчы тым, каго выпрабоўваюць. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, алілюя, алілюя. Алілюя, алілюя, алілюя. Світло для світлення язичників і хвала народа Твого Ізраїля. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Łuki. Chwała Tobie, Panie. Калі мінулі дні іх ачышчэння паводле закону Майсея, бацькі Езуса прынеслі яго ў Єрусалим, каб прадставіць перад Панам, як напісана ў законе Пана, што кожнае першароднае дзіця мужчынскага полу павінна быць прысвечана Пану, каб прынесці ў ахвяру, як сказана ў законе Пана, пару туркавак або 2 голубкі. Жыў у Єрусалим чалавек, імя якога Сімеон. Быў гэта чалавек праведны, пабожны, які чакаў суцешэння Ізраіля, і Дух Святы спачыў на ім. Адкрыў яму Дух Святы, што ён не ўбачыць смерці, пакуль не ўбачыць Месію Пана, і прыйшоў натхнёны Духам у святыню. І калі бацькі прынеслі дзіця Езуса, каб учыніць з ім паводле звычаю закону, ён узяў яго на рукі, благаслаўляў Бога і сказаў: «Цяпер адпускаеш слугу твайго валадару, паводле слова твайго ў супакоі, бо мае вочы убачылі збаўленне тваё, якое падрыхтаваў ты перад абліччам усіх народаў, святло для асвятлення язычнікаў і хвалу народа твайго Ізраіля». Гэта слова Пана. Хвала Тобе, Христе. Братья и сестры, хочу распочать сегодня з амаль того, что, на чем мы закончили тиждень тому назад, czyli z pierwszego czytania księgi proroka Малахия. «Вось я пошлю анёла моего, и он подрыхтуе дорогу передо мною. І нечакана прийде у свою святиню Пана, якого ви шукаєте, і аньол заповіту, якого ви чекаєте». Треба сказати, що події відбуваються після того, як народ вибраний, пам'ятаєте, тиждень тому назад говорив, що був у неволі Вавилонській, от 587 перед народженням Христа, 50 годов там эта неволя трывала. Народ выбранный уже вернулся с неволи и подумал, что добро было бы сложить Пану ахвяру, там же алтарь побудовали, и повстає пророк Малахий. И начинает этот народ получать. А вот ахвяра для Пана – это добрая речь, вельми добрая речь. Але, и она не будет приемная Пану. Потому что вы на початок повинны очистить себе, как эта ахвяра была приемной. И вот это слово «Вось ён ідзе, і хто вытрывае у дзень ягоны прыйсця, і хто устаіць, калі ён з'явіцца, бо ён як агонь плавільшчыка, і як луг, што ачышчае,
і сядзіць, як полявільшчык, і як той, хто очищає серебро і очищає сынов Левія. Czyli kim? Говорить пророк, что вы маете так само очиститься. Сегодня мы прочитали только 3 раздела 1 и 4 верш поводле Святого Писания. У 5 верші докладно пророк Малахій зверне увагу, что ваша ахвяра, пока вы не очиститесь, и она не будет приемной Пану Богу. Сегодня мы збираемся туди, как у свята ахвярования Пана. Czyli Марія і Юзеф, батьки Єзуса, принесли його как ахвяровать. Иначе, когда мы будем читать, не только ахвяровать, а представить Пану. Чи треба було Ісуса Христа представляти його батьку, отцу? Скажем, что нет, за правдение. А навошта гэтае ахвярование мы сегодня святкуем? Навошта гэтае ахвярование было? Чи паводле закону? Так. Але яшчэ навошта? Тому что Иисус Христос народился, как батьки пришли и изложили это ахвярование. Czyli для нас сенс, что мы, коли знойдем Иисуса Христа у нашем житті, то мы сможем тогда его ахвяровать. Бо как не было Иисуса Христа у житті Марии и Юзефа, не было бы кого ахвяровать. Мы бы сегодня не святковали ахвярование Пана. З этого виникає, что у свята ахвярования Пана кого можем ахвяровать? Часами можно почуть, что батьки ахвяровали сына або дочку у монастыря. Мы ахвяровали, мы пожертвовали 100 голов, все, мы сложили ахвяру. Нет. Не так. Бо как гэты сын, дочка не познали Христа, то они бы сами себе не ахвяровали. Чи я могу ахвяровать Анжелику? Мне. И она сама себе не ахвяровать. Чи когось з вас другого? Ну ні, не великий момент. Брати і сестри. Бо в ахвяри складає кожен сам себе. Разумеете? А как вложить себе в ахвяри, то треба иметь Иисуса Христа. Хлопець іде на ксенза, тому що познав этого Иисуса Христа. І його має. І йде ахвяровать своє життя. Зложить його в ахвяру. Дівчина, яка познала так само Христа, закохалася, йде ахвяровать своє життя сама. Батьки, для яких народилося дитя, так само ахвярують. А в нашому житті муж ахвяровує своє життя жонце, жонка ахвяровує своє життя мужу. Бо не трощиться. Батьки разом ахвяровують своє життя кому? Детям. Могли иметь перспективу життя, хорошего, легкого, прихожего, кар'єри, але посвячають, народжають дітей, виховують, посвячають кожну хвилину, щоб це дитя имело як наєпі. Щоб з цього дитяти щось було. Це так само ахвярование. І це незвичайне ахвярование. Так само життя. Czyli ахвяровуем мы сами себе. Батьки не могут свого дитяти так само ахвяровать. Але не ахвяровують своє життя. І сьогодні сенс сьогоднішнього ахвярования і этого свята, який ми переживаємо. Як ми це зрозуміли в який спосіб. Але як це все відбулося, ми повинні прийняти поставу сьогодні Симеона. Пригожая постать у Евангелия, какая указывается. Глядим и припоминаем, что мы сегодня прочитали только что. Жил в Иерусалим человек, имя якого Симеон. Был гэты человек праведный и побожный, який чекав суцішення Ізраїля. І Дух Святий спочив на ним. Открив йому Дух Святий, что он не убачит смерти, покуль не убачит Мессию. Чому Дух Святий спочив на Симеоні?
Тому, что, браты и сестры, тут вельми важная речь, тому, что Симеон шукал и пытал этого Духа Святого. И тому Дух Святый не только что открыл, Дух Святый сказал: сегодня, коли ласка, в эту хвилину придешь у святыню и убачишь то, что тебе было пообещано. И приходит Симеон. А для чего? Потому что он шукал. И он ахвяровал свое життя, как шукать збавцу. И отримовывает эту збавцу, это збавца. Поглядим, постать Симеона, постать старого человека. 75 годов имеет более-менее. 75 годов чакая человек, как выполнить миссию. 75 годов. Мы же сами хотели одразу наведаться, якое наше покликання, что мы як повинні поступати. Але ён не тільки що чекає, він шукає 75 годов. Это для нас, браты и сестры. Я ще больше скажу. Поглядим на пророчицу Анну. Святое Писание говорит, что она является дочкой Фаниэля. И она мая 84 года. И в 84 года так само приходит под натхнением Духа Святого, бере Иисуса и благословляя. И говорит пророческую мову относно Матери Святейшей. А твое сердце меч пробьет. Так что наяву выйдут все грехи сучасного и замыслы сучасного света. Что это для нас означает, что сегодня мы у Евангелия звертаем увагу на этих старших людей? Это как мы не поддавались, а в нашем житті шукали, якое есть наше покликание. То есть ты бы сказал: все, я уже старший, уже хворый, уже что буду шукать. Есть история заправная одной малярки. Народилась она в детстве, шмат малявала, але малявала такими фарбами сапраўднымі, вытиснутыми з травы, там, оказывается, з помаранча, з лимона, з розных рэчаў, такими сапраўднымі колерами, якія выдае природа. Потом она закончила школу, пошла учиться в зачем напрамку, закончила, потом працавала шмат гадоў в розных працах. Жыццё яе не было такое лёгкае. І было разу, калі яна мела 75 гадоў, знаёмы адзін яе имел дзень нараджэння. Она не была заможная, не ведала, что купить. Не было за что купить вот такого. Постановила намалявать этому человеку образ, картину. Намалявала такую картину, подаровала. Так, что эта картина в сегодняшний день выценена на $1,5 миллиона долларов. От того моменту она открыла свое сапраўднае покликание. Жила 101 год. Праз гэты весь час все время малявала разные образы. Сталася вельми знаной и ценнейшей маляркой. Чому, браты и сестры? Бо ўсё жыццё шукала. Мы часами уже маем, кто-то нас скажет, 18 годов, а я уже поддаюсь жыццю. Я уже не ведаю, что я уже все спознал. Я уже не ведаю, что зрабіць. Сенс сегодняшнего ахвярования, как мы не уставали у пошуках Пана Бога. Но коли мы его знойдем, то мы будем ведать, в який способ ахвяровать наше життя. А може, ще не всі таленти відкрили? І, напевно, не всі відкрили. Я, який маю 42 роки, ще, напевно, всі відкрив. І ще треба було б відкривати, і стараюсь, і шукаю. Ви, які маєте 60, 80, так само. Чому? Бо Бог дає надію. И Бог хочет, как мы на месте не затрымались, але как мы все время шукали, в какой способ можем ахвяровать то, что мы маем разом с Паном, как быть лепшими, больше доскональными. А коли это учиним, будем радостью для всех, кто есть побольше нас. Аминь. Ведал Бога, а и царь
Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, неуодиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и шагаю в воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Amen. Nad zastupnictwa Najświętejszej Panny Maryi Bezzagannej, Matki Bożego Syna i naszego zastupnika prosimy Христа за увесь Костел. Молимся за святый костел, как он вел усилия до Бога, соправды и единой меты. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу архидиоцезию и ее пастора, как Бог умацовал усіх верников у едности и веры. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за покликаних до монашеского життя, как яны неспынно разважали над Божьей любовью и отуляли своей молитвой усіх людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианские семьи, как Божьи заповеди и взаимная любовь будили их границу счастья, едности и эмоций. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу евхаристичну супольність, как мы, идучи за світлом Христового учения, умели жить в едности и спокое. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за ружи Różańcowe, tak samo во всех tych intencjach, jakich nie молятся. Как добрый и милосердный Бог выслухал ихние молитвы, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Могутный Боже, выслухай наши просьбы и ученика про покорную молитву всего Костела, здесь снялась справа избавления усіх народов, про Христа Пана нашего. Amen. 247. Дарую, Пане мой, все мое житье, и теперь я Твой, назавсёды, это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Да я дарую, Пане мой, все мое житье, и теперь я Твой, назавсёды, это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Молитесь, как мою и вашу вяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Предвечный Ojcze, niechaj Tobie będzie spodoby dar Kościoła
Jeśli po Twojej woli ofiaruję Tobie, jak bezzaganne, jak nieożyciu świetu Twojego jedynorodnego Syna, jaki żyje i władaryć na wieki wieczny ja. Amen. Pan z Wami, I z duchem Twoim. Ugoworu sercy, Uznosimy dla Pana. podziękuję Panu Bogu naszemu. Godna wyda i sprawiedliwa. Naprawdę godna, reta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Kapły zawsiody i wsiudy Tobie składali podzięku. Panie święty Ojcze, всемогутный wieczny Boże, bo w ten dzień Twój spradwieczny Syn był ofiarowany u świątyni, a Duch Święty устами Simeona obвестил, что Он слава Твоего народа и światło na oświetlenie poganów. Так само и мы с радостью сустракаем нашего Збавцу, и разом с анёлами и святыми прославляем Тебе, воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Господа на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо праз Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действою мocою Духа Святого Ты все оживляешь и освещаешь, и неспынно избираешь народ свой, как от усходу солнца и до захода складал имени Твоему чистую охвяру тому, у едности с усим костелом у первый день тыдня, когда Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти мocою Духа Твоего эти дары, какие мы принесли Тебе на охвяру, как станься яны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо Он у тую ночь, коли был выдадены, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich i podzięku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzcie i pijcie z jego все, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престолования. Panie, wspominaючи zgorszую moku Twojego Syna, tak samo Jego cudowne воскресение i niebowszystie, i czekając Jego drugого przyjścia z podzięką składają Tobie эту живую świętую ofiarę. Uzględź prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jak ofiarę, jakiej Ty pożądał być umiłostivleny.
Дозволь, как мы, узмолчненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и Ебранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, святым Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословленным Отцом Брониславом и всеми святыми, прав заступництва яких мы сподіваємося на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримуя на земле. Со слугой Твоим, папам нашим Францишком, biskupom naszym Józefom, z усіми biskupami, усім духовенством и усім народом Тобой откупленным. Будь милостивый на просьбу этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих. Наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласке Твоей одышал с этого свету, милостиво прими у володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Божа Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, prazu się wieki wieczny. Amen. Молимся до Отца Небесного, jak нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от всего злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усілякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое володарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей одарить его супокоем и едностью, и Ты живешь и владаришь на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Слава Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Слава Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Пусть баранок Божий, пусть той, кто берет на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не варта, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Полная величина раства, огня разбавшая Христа, ставит плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Полная величина раства, огня разбавшая Христа, ставит плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Белым хлебом, как царский, ты прими наш добрый Отче, как он стал Христовым телом, як народ покорно просит. Полная величина раства, огня разбавшая Христа, ставит плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Полная величина раства, огня разбавшая Христа, ставит плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. И прими вино золотою, хай кривёй Христовой станет, той кривёй, что пролилась всему свету на избавление. Полная величина раства, огня разбавшая Христа, ставит плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Полная величина раства, огня разбавшая Христа, ставит плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Твою величь прославляет, благодару милосердный, годными зрави нас, Пане, да принятся Твоей ласки. Полная величина раства, огня разбавшая Христа, ставит плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Ставит плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. 94. На Тебе, Мати, вознесу я молитву. Пожадай, как Иисус жил во мне. Дед идет, святый люд исходит. Дед идет, небо вашу я. Мати ты, брама до неба, мое небо, это твой сын. Забери до своего лона, как я стал чистым я пью.
помолимся. Добрый Боже, праздник святейший сакрамент, який мы приняли в Отцу и нас у Твоей ласцы, Ты вспомнил сподевания Симеона и дал ему перед смертью бачить Христа ученика, примкнулися сустреться со Збавцем и досягнуть життя вечного. Раз Христа Пана нашего. Аминь. Objawy 3 lutego u poniedziałek uspomnił świętego Blażeja, biskupa i muczennika, opiekuna chorych na горла, tak samo z błogosławleniem. 5 lutego u środę uspomnił świętej Agaty, panny i muczennicy, błogosławienie chleba i wody. 6 u четверг uspomniałem świętego Pawła Miki, popleczników i muczenników. В нашей парафии тривають колядні відвідини. Записуватися можна у закристи. Колядні відвідини будуть тривати аж до Великого Поста. Сьогодні, після Святої Мши, о 12 годині відбудеться фестиваль, присвячений успомину благословенного отця Бронислава Маркевича. Дякую великий усім, хто причинився до приготування этой урочистості, так само удельникам. На гэтым тыдні прыпадае першы аўторак месяца дзень малітваў праз заступніцтва святого Архангела Михала з благословленнем пасля святой імшы на спосаб людскі. Першы чацверг месяца дзень малітваў аб пакліканні да службы Божай. Пятніца дзень малітваў да найсвяцейшага сэрца Езуса. Кожны дзень у нашай капліцы трывае адарацыя Пана Езуса у найсвяцейшым сакраменце ад 14 до 19. Дякуем за ахвяраванне на будову, за супольную и индивидуальную молитву, за спев и оправу литургичную, за прибирание каплицы и тем, кто дежурил. Помолимся за тех, кто на этом тыдні святкує дни народження, именины, юбилеи, кто чекає народил детей, за особы, які присвятили своє життя служенню Бога, особливим чином за отцом Михаилом и сестер доминиканок, працуючих у нашей парафии, за добродеев, хлебодавцев нашей парафии, а так само об новых добродеях будаўніцтва санктуария Божьей милосердности и за нас, доручаючи кожного поособку под опеку Матери Божией Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погарчай молению нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, всеутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы я, что приходите. Шановний Ксенціан, сьогодні ми від всієї нашої парафії віншуємо вас з Днем консекрованого життя. Сьогодні ще будуть віншовані подарунки до всієї парафії після дитячої мши, але ж ми теж трохи слов хотів сказати вам. Ви якраз той хлопець, про якого ви сьогодні казали, якого покликав пан Бог. І дякую йому за це покликання, тому що ви справді свята, справді батько для нашої парафії. І дякую пану Богу за это. Дякую вам за ваше ахвярное служение, за то, что вы ахвяруете свое життя для Бога, для людей. Так шмат робите для нашей парафии, и в справах будаўніцтва, и в справах душпастерства, и во всем іншым. Мы ведаем, что в любой момент мы можем до вас звернуться, и завсёды атрымаем добрую раду и вашу усмешку. Дякую вам за это великое. И наша молитва завсёды с вами, и нехай Божья опека завсёды будет с вами. Найсвятейшая Богородица Панна Мария нехай молится за вас, святый Архангел Михаил оберегая на пути вашего до святости, вашего святарского служения, а святой Юзеф допомагає вам бути справжнім батьком для нашої парафії. Віншуємо. Дякую. Дякую. Сказали.
Дякую велике. Добре, що ви що приходите. Нехай Бог вас одорить з потрібними ласками. Гэты свечки, що ви маєте, вони, відомо, дають свет, а свет мы кахаем, свет нам дає радость, как мы так само умели делиться этой радостью. Але свечка, кроме света, дає jeszcze так само и тепло, коли яна горить. Как бы так само этим теплом умели делиться, якое дає сапраўдную надею, а надея сьогодні чоловіку потрібна на то, що ми не самі, Бог есть завжди з нами, і Він хоче, как мы это зауважили. Пан з вами. И с духом твоим. Нехай вас благословляє Бог всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покор напружин, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла сатана и інших злых духов, які на нас будуть душною спасіться. Аминь. 178. Радостная вестка